От этого будет зависеть успех и успехи в сельскохозяйственном производстве Республики Татарстан. Как повернуться лицом к аграриям и дать им развернуться в работе, говорят на очередном заседании Ассоциации фермеров. Впервые его проводит новый министр сельского хозяйства. И вот первый факт. Часть фермеров не получает так называемую несвязанную господдержку. Федеральные выплаты за каждый гектар. Но кто в этом виноват? Не довели правильную информацию, не подработали с фермерами или что? У нас ведь Марат Азатович у сильного всегда бессильно виноват. Поэтому я не говорю, кто виноват. Мы должны разобраться, почему информация не дошла, и на будущем учесть все эти недоработки. В итоге ничего не получаем. Поддержка помогает хорошему урожаю, но с другой стороны, нужен ли он, спрашивают сами фермеры. Глава ЛПХ из Дрожжановского района говорит, фермерам невыгодно выращивать подсолнечник и сахарную свеклу. От этих культур сейчас только одни убытки. В прошлом году мы сахар на песок реализовали оптом по 37 рублей. В этом году сейчас оптовики у нас даже за 20 рублей не хотят покупать. У нас есть рекомендация Минсельхоза России снижать по очереди. Есть большие остатки, большие запасы в стране. Однако на местах фермеры обнаружили одну закономерность, что чем больше урожая, обычно это хлеб, или больше объемов производства, обычно это масло, сыр или колбасы, тем сложнее и продать. Больше выбора, больше требований. Поэтому пока самый действенный способ развиваться – это кооперативы. 26 из них в этом году получили 375 миллионов рублей господдержки. Она продолжится и дальше. Мы хотим сверить часы, чтобы с изменением, как говорится, власти Министерства сельскохозяйства и с теми требованиями, надо сказать, и Владимира Владимировича Путина, это майский указ, обращение президента нашего Рустама Нургалиевича, все это требует сверки. Далее предстоит решить, что делать с 40 тысячами гектаров неиспользуемых сельхозземель. На их освоение и должна была пойти несвязанная господдержка, которой многие так и не смогли воспользоваться. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.